Вітаємо вас, шановні глядачі, у ефірі. Хай так. Наближається свято. 108-й год от дня створення БНР. 108. Слухай, 108 гучить як номер автобуса. Сподіваємося, що на гэтым 108-му автобусі ми приїдемо у нашу Білорусь. А пакуль сідайте на нашу гумористичну маршрутку і погнали! Такі гроші передавайте. Милые дамы, приветствуем вас на курсах для россиянок «Как заполучить мужа белоруса и переехать в Беларусь». Сегодня у нас второе занятие. Но для начала давайте вспомним, что мы усвоили на первом. Итак, Белоруссия. Юля, ну какая сия? Сия мы что? И дальше будем сидеть без мобильного интернета на Патриках. Правильно, молодец. Давайте еще раз. Беларусь. Замечательно. Идем дальше. В магазинах мы расплачиваемся Белорусскими рублями. белорусская мова. Неправильный русский язык, а пригожая и мелодичная. Хорошо, молодцы. Ну что ж, переходим к новой теме. А можно вопрос? Ну, У нас точно получится соблазнить белорусов? Что, знаете, ваши курсы, они не дешевые. Я все гробовые своего мужа и СВОшника потратила. И я. И я? ну конечно. Как говорят у нас в Беларуси, развесці расейцаў на грошы – гэта пачэсная справа. А все-таки красивый этот белорусский мова. Ага. Да-да-да. Ну что ж, переходим к новой теме. Как не выделяться среди белорусов? Записываем. Первое. Мгм. Не открывать рот и не визжать от восторга при виде западных брендов. Второе. Вместо оканья и чоканья гэканье и деканье. И, наконец, главное. Да, конечно. Мусор на улице выбрасываем только в урну. Да ладно. Да. Что и даже бычки. Юля, и даже бычки. Так что давай, поднимай и в мусорку. Давай, давай, у тебя получится. О, ну как? Прикольно. Только необычно. Да, да, да. Так что привыкайте, привыкайте. Извините, а у меня вопрос. А когда мы уже перейдем к практическим занятиям и начнем кадрить белорусских мужиков? Да. А вот как раз 25 числа и приступим к активному поиску. Вы же все до конца рассчитались за курс? Да. Отлично, отлично. Вот вам, кстати, небольшие подарочки от нашего центра. Пожалуйста, пожалуйста. Что такая символика необычная. Гэта якраз таки наш национальный символ того, что жанчына вольная. Так что 25 сакавіка выходим на улицы Менска и машем гэтыми стяжками. И мужчины сами на вас накинутся. Поверьте. Простите, а мужчины будут подходящие? Интеллектуально для вас само то. Отлично. Сенсация! Раскрытая таямница зніклай амаль год таму спікеркі координаційної ради Анжеліки Мельниковой. Яе ўбачылі ў мінскай спартыўнай залі. Так, яна там займалася, і мы зразумелі, што яна там рабіла. Яна ж знікла з вялікай сумай грошу. Што яна з імі зрабіла? Яна на гэтыя грошы купіла золата. Ого.
і як у залатым цялём Ільфа і Петрова пераплавіла гэта золата ў гіры. О. Вось, і хавае Мельнікаў сваё золата ў гірах. Вось. Сачыце за Мельніковай, па якіх і на залах там шастаіць. І пасля таго, як яна сыходзіць, берыце на ножовку па металу. Знайдзіце гэтай гіры і піліце. Слухайте, беларусам трэба грошы, ўсё ж даражэе, Міхась. У інтэрнэце разгарэлася гарачая спрэчка з-за цаны на сукенку з вышыўкай у адной са сталічных крам. Сукенка з валошкамі і біркай са зніжкай 25%. Але нават са зніжкай убор каштуе больш за 1600 рублёў. Такая дарагая вышыванка. Я такую не бачыў. Зараз быць в Беларусі не быць беларусам у Беларусі гэта вельмі дорага. Можа, нават спецыяльна робяць, каб не хацелі людзі. 1600. 1600, да. Это почти 500 евро. Ну, 500 евро. Слухай, купляйте белорусскую. Никто не отменял. Купляйте белорусское, но качественное. ну, зараз тады купляйце беларускае, але месяцы 3-4 не ешце беларускае. І не беларускае тоже. І не піце беларускае, каб купляць беларускую адзежу, бо грошай не будзе хапаць. Слухай, може там кого примушали, знаешь, и че забывшаяся рука, замість персидского узора, клеток маленький ващика родимый. Ці валожкі, ну паглядзім, не ведаю. Калі што, калі вас прымушаюць шыць гэтай валожкі, дайце знак нейкі. Вышыўце, типа, спасіце нас. Карацей, мы дапаможам. Так, такая, конечно, такая лічба з головы, вельмі дурной головы. Хто б там яе не рабіў, слухайце, ну это занадта. Гэта вельмі дорага. Ну вы што, падурнелі там ці што? Эх, нарэшце, начальство у Беларусі ідзе ў народ. Оно все время идет народ. Что ты говоришь такое? Оно как бы идет и возвращается. Значит, это Насиженные свои. челночное начальство наше, оно ходит. Оно так вышло такое, ой, не-не. Ой, не. Не хочу. Але. Да, директори Беларуснафти вийдуть на заправки у ролі заправщика. Ось така у них ролевые игры будут. Боже, какая очевидная. Давай как будто я заправщик, а ты вот кран достанешь. А ты кран достанешь и нажмешь. Да. Ты что, для кассы станусь? Люди ж на заправках самі розбираються. Слухай, я не ведаю, чим буде заключатися їх функція, тому що якби люди самі вставляють пістолети, нажимають, ідуть, оплачують, возвращаються, вставляють назад пістолети і їдуть. Ну, от я розумію, коли б гэты начальник яку-нибудь нестандартную ситуацию выражу, там, коли святло гацнуло все, знаешь, ага. Там, я вам всех помогу, там, кто-то подскользнулся, он ему первую помощь, там, дыхать рот у рот, там, ведаешь. 4 френч-доги з сям'ї, там, з розним соусом, і не переблитавши зробив. А після зміни ще прибиральню пішов і помив. От це було б народний начальник. Але ж ти розумієш, що такого не буде. Ну, звісно, не буде. Подається з тими начальниками, які є, можливо, тільки один сценар, що білоруси убачать начальників, бензин, начальники, і зробить святкування Маслениці. Палять нахрен этих начальников. Как когда-то лабубу горела? Когда-то лабубу, да. Ладно, начальники. У США есть начальник, вельми великий. По-перше, есть США. По-перше, США як Там есть начальник. начальник. І у США так само є начальник Трамп, і там випустять зараз вялізную монету з виявою гэтага Трампа. Як шоколадний такий торт. Да, по померах так буде. Да. Аверс, реверс там, да? И будет Трамп. А що за на реверсі буде? На реверсе будет Трамп, и на аверсе будет Трамп. Как в индийском кино. Не, слухай, Дима, Лукашенко ж поедет. Лукашенко запросили у Флориду. Вот до чего ты клонишь. Да. И нашу ломаете, значит, с Фредовича. Слушай, ну тут ты, а тут свободно. Какой-то орел, какая-то Птица. Он же птица. Слушай, Фредович. Да. Давай это. Очень хочу быть вбит в века. Можешь, а? Можешь. Пожалуйста. Что? И он тогда получается хорошо. Уломает, что? обманет его. И договорятся они. О чем? О том, что будет с одной стороны Трамп, а с другой будет наш. Вот.
И вот так монетка будет белорусский. Ён можа тады дагаворыцца, каб ведаеш на скале ёсць гэтыя Да. бацькі-заснавальнікі ЗША, і там ён таксама ён сам прыедзе з далатом і выб'е Нет, себе. он скажет, слушай, ты ничего не перерабляй, ты просто одному из них усы, вот этому лысому повесь. И ничего не надо, я просто прошу, только усы зраби все. І волосы збей. Збей. Это самое. Полоски такі зрабі. Да. Та що, собачку пририсуй. Вітаначкі, з вами Дэн кажа. Гэта значыць быць і ў павесцы, і ў добрым настроі. Дэн-дэн-дэн. Пакунак масла Брест-Литовск увесь час змяншаецца. Гэта абурыла беларусаў. Раньше это масло было 450 грамм, потом сделали 400. Сейчас оно уже вообще 360 грамм. А цена на минуточку 9,19. Я же сказал, уменьшать на 1 грамм 3 раза в день, а лучше на полграмма. Но, Александр Григорьевич, 449,5 грамм еще больше в глаза бросается. Это твой пиджак в глаза бросается. А я дело говорю. Вот в тюрьме и затестишь, пока я буду к твоему сроку по полдня добавлять. Посмотрим, как в глаза бросается. Многие комментаторы погодились, что ситуация со зменшением ваги при росте цены не редкость для многих продуктов. Ой, одни боты в комментах. Так выдергивайте главного идеолога с Гродно. Есть работенка. Дэн-дэн-дэн. У Витебску у одной шаурме супрацоўнік мые ноги там же, где мыюць посуд. А чаго вы дакалупаліся? Можа ён шаурму ногами збірае. На аўтавазе ж таксама машины не руками збіраюць. Что там с третьей замовой? Полгодины прошло. Збираю! Ты хапайся, ты уже помидорка. Будьте пильные и обирайте установы с чистой репутацией. Хотя... Можа гэта новинка такая? Выбачайце, а гэта што ў мяне ў шаурме? Пазногаць? Гэта кранч. Хрусткія снекі такія. Дэн-дэн-дэн. У дзіцячы садок номер 571 у Мінску шукаюць супрацоўнікаў праз сацыяльную сетку Трец. Слушайте, ну мы в Одноклассниках провалились, ну какой трец? Там все в курсе, что хорошая зарплата существует. И что вы предлагаете? Копейки, судя по комментам. Дзіцячы сад прапануе сторажу каля 500-600 рублёў за 5,5 гадзін у дзень. Прыбіральшчыку каля 800 і да 1200 у залежнасці ад стаўкі. А няні каля 1000 рублёў. Мінімалка ў Беларусі 858 рублёў у месяц. Карацей, дзіцячы садок. Я вам говорю, наш путь — это объявление на столбах, у газете. Там это хотя бы органично будет смотреться. Каментары под постом только подтверждают, что такая вакансия у Трэці выглядае ну крайне недарэчна. Ну и мой улюбёны каментар. Дарэчы, у мяне не відаць, але таксама прям дыбам стаяць. З вами быў Дэн кажа, спецыяльна для хайтактаў. Дорогие сябры, у нас рубрика за все. У Хайтаку была рубрика, у нас всегда сидела Юля, вы ее никогда не видели. Вот, рубрика наша называется «Светская Белоруссия». Юля, давай, что отбывается в соседках Беларуси? Политика там, всю подноготность, давай. Па-першае, прывітанне ўсім. Прывітанне. Ну і пачнем мы, канешне, наш шлях па соцсетках, спрасці, господи, з палітыка, Ну. які, дарэчы, вырашыў падсядзець Лукашенку. А у нас есть политики, которые кроме его, которые что-то решают? Канешне. Это какая-то загадка? Ну не, ну Лукашенко ж сказаў, што калі хтосьці женшчыну пакрыўдзіць, трэба ісці жаліцца яму ў тык-ток. Это мы уже будем... Так, а это женщины взяли и пошли до Гайдукевича жаловаться. И развод — это такое дело. Ну, не сложилось, это нормально. Семьи распадаются. Вопрос, как разводятся. Вот вдумайтесь, эти мужики, если вообще это мужиками их можно назвать. Да Гайдукевич, да мистера Джекпика нашел. Да, до Гайдукевича пошли жалиться, ну. Это типа, чтобы через голову как-то не перескокивать, они... Так, Снизу пошли. пошли снизу. Да, да. Это пробный тестовый Я вариант. ведаю, чому я спробувала, там не відправляються йому коротці. Кому? Лукашенку. Ты спробовала? Ну, мне ж треба було пожалиться. А что ты хотела пожалиться? Что я жаловалась 2 разы, что мой муж меня ображает, что я дрянно готую,
Это вранье. Это ўранё, у меня мужа няма. Ось, а потім здивляємося, чому Во-первых. перекрили ці коменти. Зрозуміло, чому? По-перше, що уще телефони тих, хтось був за границею, прослуховуються, про нас, про всіх, що відомо, тому що ти хлущила, там і не змогла. Як ти правду говорила, то, може бути, і достучалась. Может быть. А если бы ты была жонкой Лукашенко, как бы ты себя чувствовала? И что бы ты делала? Господи, я бы умерла уже, наверное. Да, говорят хорошо. Але ж, У кого? У них У них, ну і хай там. але не розводиться ж Лукашенко жонкою, да? Не розводиться. Ну, не разводится, бо улічваючи, колькі он за 32, до речі, гады накрав, то всі суди паралізувало. Это столько взяли, столько пилить. А что вы завидуете на крау? Вот у вас ничего не надо. Нема нічого. А человек знал, куда шел, зачем и красиво живет. Ну, А потому что всегда вот надо завидовать, да? Потому что с синими пальцами. Але беларусы яшчэ больш не вераць Гайдукевичу, чым Лукашенку. В сенсе. Ну, в сэнсе. На яго сацыяльна важны это тыкток гайдукевічскі адразу вось такую пароду зрабілі. Ага. За кастрюли, за сковородки, за шторы, за телевизор, за пылесос, за какую-то отвертку-то. Ну, а ад Гайдукевича перапіску, з яким трэба вельмі асцярожна адчыняць, бо там ніхто не ведае, што я можа даслаць. Так. Перайдзем да зорачак, якія, да рэчы, таксама невядома, што могуць ляпнуць. Ну, гэта, канешне, сёстры Груздзевы. Господи, сколько можно? Опять Ведаеце, сделали, з якой рэспублікі сёстры Груздзевы? З якой? Ну, па аналогіі. Грузия. Беларуссия, кажуць расіянцы. Белагруздзія. А, это они там самое главное. Яны самыя главныя. Ну, так. Вось, дарэчы, яны пасля таго, як яны пажалілись, што іх выгнаў з кабінета міністр Культуры, Рысак и просто умничка. Руслан Чернецкий, до речі, Так. ты с ним снималась где-нибудь? Не, дзякуй, бо... А я снимался. Спачуваю. Ну и Так, что? дарэчы, яны вырашылі нанесці яму адпаведны удар у адказ. И что? І яны запісалі некалькі ролікаў, дзе яны пыталіся разаблачаць гэтую гісторыю і ў сваіх следчых дзеях яны дышлі да вельмі цікавых, дарэчы, результатаў. Мы после данного приема как должны были себя ощущать? Ну, мне кажется, по его видению мы должны были испугаться, очень обидеться до такой степени, что, возможно, мы, не знаю, вообще уехали из Минска, уехали из Беларуси, подались куда-то в Польшу, в Европу и возглавили какое-нибудь БЧБ-движение. Все ведаюць, ну, што беларускія прапагандысты будуць гарэць у чане у пекле. Так, так. Это факт. А які гэта будзе чан, нам прадэманструе Александр Солодуха! Ой, какой класс, хлопцы. Это, конечно, рай. Да, тут тебе тепло, уютно и комфортно. Порекомендую своему другу Стасу Михайлову и Грише Лепсу, чтобы приобрели. Конечно, потаскала Солодуху с такими белыми зубами, и он вымушен робить такую рекламу с чаном. Ну. И он скоро и эту будет и бани уже скоро рекламовать, и сауны, и ему Сауны, уже... и Марк Шармель, он уже рекламовал. Это вельми смешно было, это карикатура. А с тобой не жил где-то в интернате? У гуртожитку. Солодуха, не, он уже вырос. Не, ну може пару гадов. Он более зрелый. Але тады, напевно, ще зубов таких не було. А если бы тебе довелось выбрать между Азаронком, Солодухом и Гайдукевичем, с кем бы ты жила? И Шернецким. Ну, Солодухой. Ну, хотя позитивний, веселий. Ну да, хотя бы зла не робить. Зла не робиться нема. Ну такий, ну добрий, ну такий ось чоловік. Ты б над ним зло робила. Да, уже шутила. Я шутила б. Дорогі сябри, як ви зауважили, у нас сьогодні такий світлофорчик невеликий отримався. Червоний нельга, зелений можна, жовтий я подумаю. Я горчичный вообще-то. Горчичный. Я горчичник. Да. И с нами была Юля и рубрика «Светская Белоруссия». Мінскі гадзіннікавы завод «Луч» шукае супрацоўніка. Заробак, увага,
16,5 тысяч рублёў. Специально, чтобы тебе кошульки потышили. Да, вот. Это 10 кашулек можна набыць. Нафига 10? 3. Трэба. 3 Але гарел. вельмі цікавыя мовы. Неабходна ведаць 5 моваў. Дурнели. Ангельскую, нямецкую, французскую, итальянскую и турецкую. А лучше все вместе и сразу вот, чтобы выдавало твое сознание вот потоком не только отдельно английскую и турецкую, а турецко-английскую, чтобы. Ich habe keinen, jawohl, mein good friend. Это чтобы санкции обходить, Миша. Я не разумею. Вот ты со всеми договариваешься, и дружественные, где-то недружественные страны. Где-то там кто-то на таком говорит, кто-то на таком. А ты сидишь на маленьком лучше, говорит, хочу вам загарки продавать. Вот это на цепочке, вот это лимитированный, вот это такой-то. И все на это валишь. Чтобы лучшие наши, лучшие Беларуси, лучились во все страны мира по всему земному шару. Кажется, тебя облучили. Дорогие сябры, у России хочет принять закон, каб можно было уводить войски Украины, где, увага, арыштавалі расіян. О май гад. Ну, улічваючы тое, як вядуць сябе ты расійскія турысты, гэта можа быць проста любая краіна. Это абвяшчэнне вайны усяму свету. Ну, слушайте, я думаю, что... Давай с адваротного пункту гледжання поглядим. У России арестовывают людей. Слушайте, российские войска. Беритесь и вводитесь в Россию. Вводитесь сами в себя. Вводитесь сами в себя. Там, шпацируйте до Кремля и арестовывайте Кремль. А чего нет? Так само, нормальная тема. Так что вперед, российские войски. Вводитесь сами в себя. Але ёсць і вельмі добрыя і цудоўныя навіны. Напрыклад, у Беларусі адбыўся цуд. Карова нарадзіла ад зубра. Ні хрена себе. Трошки нам было трывожна, бо ўсё ж такі зубры гэта таксама вянушка аднаго хакейнага клуба ў Мінску. Так і называецца зубры. Ад каго цялё тут незразумела. Ад зубра. А что это будет? Скрещение, не скрещаем его? А можа гэта проста она нагуляла таго металічных зубра, што стаіць на шашы Менск Бересце. Ну, не. Наш рогатый терминатор все ж таки. Слухай, ну зубр зубром. И он бы как бы царь природы в Беларуси лечится. Он может сказать, я не хочу здесь жить, взял, ушел. А корове позора застається, это ганьба. Вообще, батька той, не хто зробив, а хто виховав. І прийдеться некому быку брать на себе всю эту лямку и тягнуть в школу, собрачити. Ну. А зубра, до речі, можуть висчитувати елементи. Кстати, да. Кстати, да. А что? Так ему и надо. А что он думал? Законы для всех одинаковые. По померу холки элемент. И он же с ним фотографуется у Беловежской пуши. Хай там это самое, ну, 25 отсотков. Реально, а бык, говорит, еще тягнет плуг, и ты тягнешь. Ну да. Все как в настоящей нормальной семье. Беларусаў абурыў хлопец 15гадовы актёр з Гародні, які зачытаў верш «Гой ты, Русь моя родная, гой ты, Русь», так он написал, так его березовым соком просто потому что когда-то все этого Есенина так и читали всегда. Человек-береза этот, который, как его, актер этот. Безруков. Он же тоже так читает это все. А этот лучше хочет, ему ж театр идти. Он натхнился уже новыми, охлобыстиным. Ну, так надо было кричать «Гой да, Русь моя родная!» І калагрывым асфальт. І можа ён нават хоча гэты гарадзенскі актор 15гадовы трапіць у нацыянальны русіфікаваны тэатр імені Энгельса 7. Да. Может, ён хоча трапіць. А ты не хацеў. Хацеў. І ён хоча. Ну не осуждай. Мы хочам узгадаць вершык з тутэйшых Янкі Купалы, які лепш было б чытаць, калі ты ў Беларусі, ты хочаш стаць акторам. Беларусь, моя сторонка, куток темноты, живе, шила, гриб, мамонька, будешь жить и ты, между прочим. Наближается свято дня заснавання БНР. Слухайте, давайте пофантазуем на тему, чтобы як мы патлумачили батькам-заснавальникам,
Вот то, что отбывается зараз у нашей шматпакутной Беларуси. Боже мой. Давайте так, давайте от печки говорить. Ну вот, Логенная Вусатая у 1994 году ускараскалася на кресло и пожневшими пальцами трымаецца и ніяк не хочет злазить оттуль. Гранае, плюецца, говорит, что усіх посадить и бляха усім маўчаць. А вось яго сабака. Гэта галоўны сабака Беларусі. Умка! Умка. До речі, Умка сцить на выборах на урны. Вот. Ходить по столу, где есть стол, и генералы отдают ему гонор и честь. А гэта чыноўнікі яго. Ад перамен месцаў, дзе яны сидзяць, нічога не змяняецца. О, Логенный был когда-то вот там, а теперь вот тут. А вот эта женщина ранее была председателем водоканала, а теперь главная правая женская рука Высота. А хто вось гэты малады прыгожы статны рысак і проста умнічка? А? Это молодой министр культуры Республики Беларусь. И он вот недавно выгнал этих, недавно со своего кабинета, Груздевых. А у кино под назвой «Купала», який так и не вышел на экран, сыграл одного з вас, браты Луцкевичи. Але ёсць і нармальныя беларусы, якія працягваюць вашу справу. І, па праўдзе скажучы, БНР жыве. І жыве Беларусь!